Всем привет! Сегодня мне хочется поделиться с вами впечатлениями от отеля, в котором мы остановились, проводя отпуск в Сочи. А также хочу немножко рассказать, на какие экскурсии мы ездили и что действительно стоит того, чтобы посмотреть, отдыхая в Сочи. Остановились мы в 4-звездочном отеле Bridge Resort. Он находится в Адлере, в том же самом районе, где и аэропорт. То есть нет необходимости добираться до центра Сочи, тратить время и деньги. Достаточно легко и быстро можно взять такси, либо общественным транспортом добраться до Имеретинской низменности, где и находится данный отель. Конечно же, я прочитала много отзывов, смотрела фотографии и видео, прежде чем выбрать отель, в котором мы остановимся, и я считаю, что я сделала правильный выбор. Этот отель идеально подходит для семейного летнего отдыха и располагается он недалеко от моря, ориентировочно где-то на второй линии, поэтому с ребенком прогуляться до моря тоже не составит никаких проблем. Ну а теперь давайте я вам расскажу о номере и покажу его. Номер меня тоже приятно порадовал, но, собственно, я знала, к чему готовиться. Изначально мы выбирали номер чуть больше, чем стандартный. Стандартный он где-то на 1-2 квадратных метра меньше, чем наш. Нам нужен был номер чуть больше площадью, чтобы там поместилась раскладная кровать для ребенка. Вот. Кровать нам впоследствии донесли, и никаких проблем с размещением или с тем, чтобы ребенок спал в одной кровати со взрослыми, не было. И теперь давайте подробнее расскажу о том, что было в номере, когда мы зашли. Кроме того, что номер просторный, порадовало то, что имелся чайный набор. Это пара чашек, чай, сахар и сам чайник, чтобы греть воду. Это редкость для российских отелей и вообще для 4-звездочных. К тому же там был набор халатов, утюг, гладильная доска, сейф, причем бесплатный. Также положили ложечки для обуви, губку для обуви, и сразу было на количество человек специальные косметические наборы. Это не считая того, что гель для душа, мыло, были еще шапочки для душа, ватные палочки и ватные диски. Да, отель, честно говоря, очень приятно порадовал. К тому же в ванной комнате, кроме самой ванны, полноценной не душа, а ванны, раковины, унитаза, был еще и биде. Тоже такое приятное дополнение. Фен, как обычно во всех номерах, комплект полотенец. Также в дополнение, кроме обычного большого зеркала в ванной комнате, было еще маленькое, для того, чтобы можно было рассмотреть себя поближе. То есть не было такой потребности прям близко двигаться к зеркалу перед раковиной. Вот это зеркало тоже такое приятное дополнение. Удобно наносить макияж, красить глаза. В общем, девочки меня поймут. Все, что касается еды, это было бесподобно, это было настолько разнообразно, и я понимаю, что каждый мог подобрать блюдо на свой вкус. Кто
кто любит питаться очень калорийно и побольше мяса, побольше жирненького, да, там была и такая пища была. Но кто привык следить за своим питанием, либо находился на диете, или просто придерживался правильного питания, то найти блюдо для правильного питания тоже не составило больших проблем. Всегда были овощи на пару, всегда было не жареное, допустим, а тушеное мясо. Ну и разными деликатесами, конечно же, тоже баловали нас повара, за что им огромное спасибо. Поклон, опять же, огромнейший. Я представляю просто, сколько труда и сил вкладывается, чтобы накормить такое количество человек таким разнообразным меню. Кроме меню для взрослых было еще отдельное меню для детей, точнее был даже целый зал, куда могли приходить дети, и там все было, если это суп, то это измельченный суп, суп-пюре, если это салат, то он без заправки, либо с заправкой с маслом, если это овощи, либо мясо, то это все отварное на пару. В общем, такое все супер диетическое, в принципе, можно было питаться и в детском зале. Пищу, в общем, можно было выбирать из любого зала, кому что больше нравится. И очень удобно, да, в детском зале еще сделаны телевизоры, если мало ли у кого-то детки, которые привыкли кушать с планшетом, я знаю таких детей, либо обязательно смотря мультик, то тоже проблем с питанием возникнуть не должно было. Вы садите ребенка, пока вы набираете все блюда со стола, он у вас пока смотрит мультик, потом параллельно ест, и даже не замечает, собственно, что он ест. Все, что вы ему предложите, он вот с удовольствием под этот мультик и съест. В общем, отличное решение, мне очень понравилось. Все официанты очень вежливые, достаточно быстро убирают со стола. Посуда вся идеально чистая, потому что у меня были случаи, когда в отелях приносили недомытую посуду. В общем-то, и фрукты были, и овощи, и разнообразие. Мне очень понравилось. Я не отъедалась, у меня не было такой цели, и я старалась держать себя в руках. Все-таки занятия спортом и правильное питание дают о себе знать, поэтому ни одного лишнего килограмма веса я не набрала. Что касается пляжа, как я говорила, отель расположен примерно на второй линии от моря. К морю ведет небольшая тропинка через частный сектор. Дорожка, я бы сказала, там может проехать машина. Вот, по этой дорожке вы доходите до моря. На море, не сказала бы, что огорожен, но размечен пляж, который принадлежит именно нашему отелю. На этом пляже есть такие небольшие дорожки деревянные по гальке, пляж галечный, кстати, и лежаки. Лежаки абсолютно бесплатные на любое время, и их всегда было достаточно. Всегда оставались еще лишние лежаки, когда мы приходили, и это независимо, там, утро, день это или вечер, свободный лежак можно найти всегда. Но некоторые предпочитают лежать на полотенцах. Вода, на удивление, чистейшая, прозрачнейшая. Единственное, конечно, больновато было заходить сквозь эту гальку, она такая крупненькая, крупные камешки были, но тем не менее чистые из-за этого. Если нет песка, то этот песок не носится в номер, не остается на полотенцах, никуда в купальник там не попадает. В общем, классно. Ну, если кого-то прям расстраивает галечный пляж, то, конечно, нужно езжать, если в России, то это ближе к Анапе. Но вот все остальное, Черноморское побережье, оно, конечно, галечное. Да, еще хочу отметить, что в этом отеле выдавали, кроме обычных белых полотенец, еще бордовые пляжные полотенца, либо полотенца для бассейна. Потому что обычно в практике отелей, что полотенца из отеля нельзя носить на пляж. И в первый день я тоже пошла со своими полотенцами, но потом увидела, что все повсеместно пользуются отельными бордовыми там, или розовыми полотенчиками, и тоже начала таскать их полотенца, потому что свои еще надо после этого там стирать периодически, а тут как бы все вместе с белыми полотенцами, когда забирают, когда меняют, это тоже все обстирывается, и вам уже оставляют свежие, чистые, новые. То есть и с этим даже проблем не было, и можно было полотенце, в принципе, с собой не брать. Что касается сервиса, он бесподобный. Я не знаю, какую работу проводят над сотрудниками этого отеля, но они все отлично знают свое дело, они знают свою работу, они безупречно ее выполняют. Они выполняют это не с кислыми лицами, все очень приветливые.
все улыбаются, здороваются, так приятно, просто мимо проходит уборщица, она всегда с вами поздоровается где-то в коридоре, вы подходите на ужин, обязательно вам пожелают приятного аппетита. Ну, в общем, настолько приятно находиться в кругу этих людей. Поэтому я молчу, конечно же, в номере было всегда очень чисто, прибрано, а на любую просьбу персонал откликался очень быстро, и все вопросы, какие-то проблемы, все очень быстро решались. Особо проблем, конечно, и не было, ну, такие какие-то организационные моменты, все всегда объяснят, куда, что, во сколько. Анимация детская тоже потрясающая, есть различные игры, занятия как с маленькими детьми, так и есть игротека для более взрослых детишек, есть акваэробика, танцы. В общем, команда аниматоров тоже знает свое дело и активно этим занимается, увлекает, постоянно напоминая, что сегодня у нас танцевальное шоу, там завтра у нас лотерея. В общем, всегда вы в курсе событий. Если у вас нет каких-то планов на вечер, то анимационная группа всегда знает, чем вас развлечь. Среди дополнительных услуг есть такие бесплатные услуги, как тренажерный зал, бассейн, причем бассейн под крышей, и в видео вы увидите, что он под крышей, дальше есть небольшие воротца, как небольшая речка, и он выходит уже на улицу, то есть вот два бассейна, объединенные в один. Очень удачная задумка, и это делает бассейн и пребывание в отеле круглогодичным. То есть можно и в более холодный период тоже понежиться, и в то же время хотите загорать вы на улице, не хотите загорать, заплывайте вовнутрь под крышу. В общем, на любой вкус. Также рядом с бассейном располагаются сауны, полотенца вам абсолютно бесплатные вот на время посещения бассейна также предоставляются. Единственные платные услуги — это, конечно, уже спа, ногтевой сервис, парикмахерская и все в этом роде. А вот тренажерный зал, бассейн, сауна — это все бесплатно. Да, и пару слов хотела бы замолвить о территории. Да, она не слишком большая и зеленая, просто она еще не успела достаточно озелениться после открытия. Открытие этого отеля состоялось в 2014 году, то есть 2 года назад всего. Функционирует отель 2 года, и поэтому номерной фонд достаточно новый, все такое чистенькое, аккуратненькое, современное. Концепция расположения корпусов в этом отеле следующая. Есть центральный корпус, главный, он напоминает какую-то большую яхту или корабль, и вокруг него располагаются небольшие точечные корпуса с названием столиц, допустим, Токио, Лондон, Париж, Стамбул, Рио и так далее. И кроме названия, что отличает один корпус от другого, в стилистике именно этой страны, именно этой столицы оформлен холл. И, допустим, если это Стамбул, то там восточные мотивы, если это Париж, то там все такое будуарное, с Эйфелевой башней. В общем, есть у них такая своя изюминка, очень приятно даже, я думаю, просто прогуляться, да, по корпусам, посмотреть, так вот культурно обогатиться, можно и пофотографироваться, там как бы прекрасные локации для тех, кто любит посниматься, делать фотосессии. В общем, да, собственно, и на территории даже деревья, если они не очень сильно выросли, но они прям чувствуется подход ландшафтного дизайнера к оформлению территории, да, прекрасные дорожки, направления, где находится пляж. В общем, очень милая территория. Есть еще детская площадка, просто потрясающая, с резиновым покрытием, то есть тоже в любую погоду, кроме полуденного зноя, можно на ней гулять, развлекаться, тоже там различные горки, качели и так далее, всякие там приспособы, качалки, пружинки для детей. Да, по территории отеля, конечно, тоже можно погулять, очень приятно по ней гулять, она такая ухоженная. Можно на территории арендовать различные электромобили, электровелосипеды. Для тех, у кого all-inclusive, кстати, это можно делать бесплатно. Ну и также там еще разные примочки у них есть для разных категорий клиентов. Допустим, до Sky-парка также у посетителей all-inclusive бесплатный трансфер и еще какие-то плюшки. Мы, если покидали территорию отеля или хотели прогуляться, то самое более-менее прохладное и ветреное
хотя бы чуть-чуть места. Ведь ветер, как я поняла, для Сочи это такая редкость. Все-таки климат влажный, и в то же самое время ветра не очень много. И вот хоть какой-то ветерок как раз-таки обдувал на Олимпийской набережной. Тоже очень приятное для времяпровождения место. Пешеходная дорожка, она сделана из тротуарной плитки. Рядом с пешеходной дорожкой специальная дорожка для транспортных средств. Она такая чуть меньше половины, обрезиненная, для велосипедов, электромобилей, там, электровелосипедов, различных скутеров. Не знаю точно название, но идея прекрасная. Главное не забывать, что когда ты пешеход, ты идешь по одной стороне, когда ты на колесах, ты движешься по другой, чтобы не возникало разных аварий. В качестве бонусов для посетителей этого отеля очень часто, начиная с обеденного времени и до вечера, играет живая музыка в исполнении пианистки. Причем это не всегда классика, это также и какие-то хиты, но это также и новинки зарубежной популярной музыки. Очень приятно было слышать их в такой обработке. Просто можно было присесть где-то в холле и наслаждаться. У тебя такой как мини-концерт. А вечером, где-то начиная с 6 часов, можно было практически ежедневно наслаждаться вокалом, живым исполнением различных певцов и певиц, тоже хитов как современных, так и уже таких проверенных временем. В общем, очень было приятно. Рядом дети веселятся, некоторые там подпевают, некоторые подтанцовывают. Такая вот дружеская семейная атмосфера. Очень все располагает, чтобы взять так и хорошенечко отдохнуть и насладиться этой погодой, морем, воздухом, музыкой, песнями. Все счастливы, дети знают, чем себя занять, взрослые тоже знают, чем себя занять. И как раз о том, чем себя занять взрослым, я расскажу чуть далее. Я расскажу вам об экскурсиях, на которые мы ездили.